Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камши-Укшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня сегодня в программе. Президент Аслан Джания посетил с проверкой Центр специального назначения СГБ Республики. В Центральном выставочном зале Сухума открылась экспозиция фотохудожницы Иды Таубе, где представлены исследования автора, отраженные в полевых фотографиях. В Сухуме состоялось долгожданное событие – торжественное открытие Олимпийского бассейна. Во Дворце спорта имени Сергея Багапш завершился 14-й международный турнир по дзюдо на Кубок Абхазии среди юношей и девушек. Президент Аслан Джания посетил с проверкой Центр специального назначения СГБ, сообщает пресс-служба главы государства. Президента встретили председатель службы госбезопасности Роберт Киут и начальник ЦСН Джона Тумава. После осмотра личного состава Аслан Джания провел рабочее совещание, в ходе которого обсуждалось общее положение дел в центре. Верховному главнокомандующему доложили о профессиональной подготовке кадров, бытовых условиях в местах расположения подразделения, работе с личным составом. Глава государства акцентировал внимание руководства Центра на необходимости профессиональной подготовки личного состава в борьбе с внешними и внутренними угрозами государства. Особый акцент был сделан на укреплении эффективного взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами и региональными органами власти. Президент Аслан Джания поздравил Николаса Мадуро с Днем независимости Венесуэлы. Абхазия придает очень важное значение развитию абхазо-венесуэльских отношений, основанных на крепких узах дружбы и взаимопонимания, говорится в поздравительном адресе. Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями продолжится работа по дальнейшему развитию и укреплению межгосударственного диалога и взаимодействия на благо двух государств. Состоялся телефонный разговор президента Республики Абхазия Аслана Джания с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Аслан Джания поздравил Леонида Пасечника с освобождением территории ЛНР и выразил уверенность, что при поддержке Российской Федерации в кратчайшие сроки будет налажена мирная жизнь. Леонид Пасечник поблагодарил Аслана Джания за признание независимости Луганской Народной Республики и за поддержку, которую оказывает руководство и народ Абхазии. Президент Абхазии и глава ЛНР подчеркнули необходимость развития двусторонних отношений. В связи с публикацией в социальных сетях и некоторых СМИ письма обращения немецкой компании FVT Group Partner к руководству Абхазии с гуманитарным проектом строительства поселка городского типа или маленького курортного города, Управление по связям со СМИ администрации президента Республики Абхазия сделало заявление. Из текста растиражированного письма компании FVT Group Partner никаким образом не вытекает предложение о продаже земли, переселении иностранцев, передачи жилья в собственность иностранцам, говорится в заявлении. Из письма следует, что инвестор намеревается после окончания строительства безвозмездно передать Абхазии социальные объекты – школы, детские сады, больницы на 1000 койко-мест, административные здания и так далее. В самом письме обращении поясняется, что абхазская сторона готова предоставить под строительство курортного города и строительство медицинского центра земельный участок с необходимым пакетом разрешений и подключением коммуникаций. По сей день по информационному письму предложению немецкой компании не состоялось ни одной встречи представителей уполномоченных органов страны с кем-либо из FVT Group Partner или их представителями. Данная тема больше не обсуждалась. К другим новостям. Экскурсионный автобус не вписался в узкую дорогу по пути в село Черниговка Гулрыбского района. Автобус с 50 пассажирами выехал за пределы дороги и опасно навис над придорожным обрывом. Прибывшие на место ЧП спасатели подцепили автобус к пожарной машине и отбуксировали его от обрыва. В результате происшествия никто не пострадал.
Четвертые сутки сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС и пожарно-спасательного отряда города Гагра ведут поиски жителя села Бзыбь Сергея Нубаряна. 1982 года рождения, сообщает пресс-служба МЧС. 1 июля Нубарян вышел рыбачить на реку Бзыбь и не вернулся. В тот день уровень реки резко поднялся из-за дождей в верховьях Бзыби. Поиски Нубаряна ведутся по всему руслу реки, оповещены и местные жители. Однако пока обнаружить пропавшего не удалось. В республике вновь появилась американская бабочка – опасный вредитель, представляющий угрозу для растений. В Абхазии она наносит вред фруктовым деревьям, а также ольхе, акации и другим растениям. По словам председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава, этот вредитель обитает в республике постоянно. Однако вспышки распространения наблюдаются с определенной периодичностью. Сейчас американская бабочка замечена в некоторых селах Гудаутского района. Очаги наблюдаются в селах Белая Речка, Хабста, Джерхуам, Гудзур, Хуабгархук и Ачандара. Уже с довоенных времен имеет место быть американская бабочка. Даже она заняла какую-то нишу в нашей фауне. И есть птички, которые клюют, то есть это для них в нашей фауне оказалось естественными врагами. И потому особой вспышки численности, я думаю, что не ожидается. Чтобы вести борьбу, лучше всего, конечно, это их физическое уничтожение. То есть собрать ветки, поджечь. Если в саду это у участника, да, конечно, собрать ветки, поджечь – это лучше всего, чтобы каждый раз не прибегать к химикатам, которые отравляют. И так в последние годы имеет серьезное применение пестицидов в Абхазии в связи с появлениями огневки самшитовой, пальмового долгоносика и так далее. Чтобы этого не было, чтобы сохранить бренд экологически чистые места нашей республики, то по возможности надо стараться физически их истреблять. В Центральном выставочном зале Сухума открылась экспозиция фотохудожницы Иды Таубе «Чукотка. Точка отсчета». Проект – результат многолетнего исследования автора, отраженный в полевых фотографиях. Выставка организована при поддержке Министерства культуры Абхазии и России, представительства Россотрудничества в Абхазии, а также Союза художников. Название выставки «Чукотка. Точка отсчета» выбрано не случайно. Точкой отсчета для Иды Таубе стала экспедиция на полуостров более 20 лет назад. Работа в благотворительных организациях дала возможность побывать там, где живут коренные северяне. В тундре у оленеводов, на побережье у морских охотников. В итоге родился выставочный проект – живописные фотографии, изображающие природные ландшафты, портреты людей и их уклад жизни. Чукотка меняет ракурс на личную историю, на свое место в современном мире, на семейные ценности, которые важны как для вашего народа, так и для нашего народа. И это, конечно же, прежде всего любовь, доброта, энергия любви, которая лучится из глаз людей, которые смотрят на вас с портретов этой выставки. И на самом деле я, походив по улицам города, сделала очень много портретов, и людей объединяет вот эта энергия света и добра. Ида Таубе – фотохудожник, общественный деятель и исследователь. Большая часть ее жизни и творчества посвящена Арктике. Таубе также является автором монумента на пересечении Северного полярного круга и 180-го меридиана, где установлен символ знака Солнца – памятник первооткрывателям. Я думаю, что эти работы и то, что мы видим, принесут нам всем большое удовольствие. У нас есть возможность познать то, как живут люди в далекой на сегодняшний день для нас Чукотке, о которой мы очень много слышали, но, наверное, немного видели. Сегодня мы можем своими глазами все это увидеть и посмотреть. Для нас большая честь принимать в Абхазии, в Центральном выставочном зале выставку Иды Таубе, творчество которой представлено в разных странах, в Англии, в Швейцарии, во Франции, в очень важных институциях России, Третьяковской галерее, в Музее Востока.
И для нас на самом деле это исключительная возможность почувствовать, увидеть, проникнуться культурой другого народа, другой страны. Выставка «Чукотка. Точка отсчета» проходит при поддержке Министерств культуры Абхазии и России, представительства Россотрудничества в республике, а также Союза художников. Когда Ида выставляла свою выставку на Никитском бульваре в Музее Востока, и когда мы посмотрели эту выставку и увидели красоту Чукотки, то, конечно же, хотелось очень показать эту красоту вам. Потому что я думаю, что, как сказать, красота Абхазии с одной стороны, летняя, и красота Чукотки с другой стороны. «Чукотка для меня больше, чем место на карте», говорит Ида Таубе. Увидев ее фотографии, с этим сложно не согласиться. Посетить выставку и познакомиться с удивительным многообразным миром Севера можно до 10 июля. Эсма Голанзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Сухом Маркете открылся новый специализированный салон, где можно приобрести настенные, настольные, наручные часы. С ассортиментом магазина ознакомилась наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварцхелия. В салоне «Куранты» представлен широкий выбор часов, способный удовлетворить вкус каждого. Наручные часы уже давно стали элементом роскоши, способом порадовать себя и показать окружающим свое положение в обществе. А здесь представлены десятки часов, очень разных и в то же время похожих друг на друга. А как выбрать и не запутаться в таком разнообразии, подскажут и покажут владельцы салона. У нас специализированный часовой салон-магазин, и все, наручные, настенные, настольные, ремешки и браслеты, будильники. Мы работали в Сочи, сейчас переехали сюда, на родину, чтобы продолжить работать уже здесь. Для семьи Монако это не только бизнес, это работа души. Анете, супруги владельца магазина, любовь к часам привил папа, который много путешествовал, коллекционируя различные виды часов. Я всегда знала, наверное, лет с 10, что я хотела бы заниматься вот таким бизнесом. И, для меня это не просто бизнес, это мое детище, в которое я вложила все свои труды, старания и с удовольствием этим всем занимаюсь. Мы разбираемся на достаточно профессиональном уровне, и мы учимся, мы не останавливаемся, потому что сегодня очень много брендов, которые предлагают очень хороший, интересный выбор. Это и Швейцария, это Япония, это молодой развивающийся бренд, кстати, Дэниел Клейн, производитель Турция. У них итальянский дизайнер, который делает очень интересные модели в женской и в мужской коллекции. Я сама, кстати, ношу одну из этих моделей. Ей уже 6 лет. Я очень довольна. Наряду с наручными большую популярность в интерьере жилища приобрели настенные часы, которые здесь также есть в наличии. Такой аксессуар, как известно, можно использовать в качестве модного современного декора как для огромного дома, так и для небольшой квартиры. Во-первых, у нас нет реплик, у нас только оригиналы. Мы даем гарантию. Плюс от себя магазин дает дополнительные гарантии. У нас также будет система скидок разработана на различные праздники. Мы будем обязательно устраивать акции. Салон «Куранты» расположен на 2-м этаже торгового центра «Сухум Маркет». А с ассортиментом товаров можно ознакомиться на официальной странице магазина «Куранты Шоп» в Инстаграме. Сария Кварцхеля, Алексей Быструков, Абхазское телевидение. В Сухуме состоялось торжественное открытие Олимпийского бассейна, который вновь заработал спустя 30 лет. Символическую красную ленточку перерезали глава администрации столицы Беслан-Эшба и гендиректор фирмы «Аквастройинвест» Олег Юрченко. Гугуца Вардани расскажет подробности. В здоровом теле здоровый дух, а чтобы быть здоровым, важно заниматься спортом. Коррекция осанки, сильное сердце и легкие, снижение веса. Во время плавания работают почти все группы мышц, а холодная вода помогает тратить дополнительную энергию. Буквально с минуты на минуту в столице откроется бассейн, куда смогут приходить взрослые и дети. Началось торжественное открытие с традиционного разрезания красной ленты. Мэр Сухума Беслан-Эшба и заместитель руководителя столичной администрации Автандил Сурманидзе осмотрели объект перед тем, как он будет введен в эксплуатацию, и поинтересовались, соответствует ли он нормам безопасности.
Вы у нас, получается, на постоянной основе будете медиком здесь, да? Присматривать за то, чтобы все было хорошо. И те, кто тренируется, и те, кто пришли, как, ну, просто поплавать, посмотреть, да? Ну, Будем хорошо. контролировать все здесь. Очень хорошо, очень рады. Да, чтобы было здесь, люди достойно могли проводить время, вот, и нормально себя чувствовать. Александр Старошельский занимается плаванием с 6 лет. Каждый год приезжает в Абхазию с Камчатки на 3 месяца к своему любимому тренеру Арзадину Агарба. К сожалению, в спорт мальчика привел несчастный случай. У Саши черепно-мозговая травма. Врачи посоветовали плавание. Меня машина сбила. И что, плавание помогает тебе, да? Да. А где ты научился плавать? Я научился плавать на море. На море где? В Абхазии у нас? Да. Меня научил тренер Арзадин. Открытие этого бассейна ждали давно. Строительство объекта началось еще в советские годы, а открыт он был в 1980 году к Олимпийским играм в Москве. Во время Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал и с тех пор не функционировал. В 2007 году столичная администрация сдала бассейн в аренду фирме «Аквастрой Инвест». На сегодняшний день ремонтно-восстановительные работы завершены. В бассейне прямо посередине была трещина, то есть он сломанная чаша, и поэтому очень долго это все длилось и очень затратно было. Бассейн предназначен как для учебно-тренировочных занятий, так и спортивных соревнований. Объект соответствует олимпийским стандартам. Его ширина 20 метров, длина 50 метров, глубина 2,5 метра. В бассейне 8 плавательных дорожек с пресной водой. За исключением социальных категорий граждан, посещение бассейна будет платным. 200 рублей дети, 250 рублей – это участники войны и инвалиды, 300 рублей – это граждане Абхазии, и 400 рублей – отдыхающие. А дети до какого возраста дети? Инвалиды-колясочники бесплатно. Но единственное, там, конечно, с ними кто-то их должен сопровождать. Дети с 6 лет. Нет, до 14. Для воспитанников детской спортивной школы будут выделены бесплатные часы. На данный момент бассейн не оснащен подогревом и, соответственно, сможет функционировать только летом, пока вода нагревается естественным путем. На сегодняшний день температура воды в бассейне 26 градусов. Чтобы он работал зимой, необходимо решить вопрос с подогревом. Мы подали заявку в энергосети с просьбой дать нам дополнительное электричество для обогрева. Заявку отклонили официальным письмом в связи с тем, что здесь на берегу с мощностями очень сложно. Но я надеюсь, что и общественность поддержит, и город поддержит, и мы сможем сделать его обогреваемым и зимой. В советское время жизнь на этом объекте кипела. Сюда приходили множество детей, работали 9 тренеров. Здесь воспитывали чемпионов. Культивировались тут плавание, водное поло и синхронное плавание было. У нас очень много отсюда вышло мастеров спорта, кандидатов в мастеров спорта, перворазрядников. Даже чемпион Европы у нас был такой Семен Белицгейман. Здесь он начинал, плавал, потом, конечно, его в Москву забрали, и он европейский чемпионат выиграл. Сборная команда Абхазии была. Объект адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Душевые, раздевалки и уборные также предусмотрены. Кстати, здесь планируют проводить спортивные соревнования по плаванию. В советское время был полноценный бассейн, проводились соревнования, есть даже трибуна, для того, чтобы могли бы приглашаться зрители. Я думаю, что возродить традицию будет хорошо. Первое соревнование здесь планируют провести уже в августе. Гугу Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Элкан Гвазава стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике, сообщает Госкомспорт Абхазии. Открытый чемпионат России по тяжелой атлетике проходит в Хабаровске с 4 по 9 июля. За награды ведут борьбу 240 сильнейших спортсменов из 68 регионов России, а также 20 представителей Беларуси. Элкан Гвазава, выступавший в весовой категории до 61 килограмма, поднял 126 килограммов в рывке, не оказался на
вершине пьедестала. Также Илкан поднял 146 килограммов в толчке и выиграл серебряную медаль. Набранные в сумме килограммы позволили спортсмену завоевать серебро в двоеборье. Чемпион России Илкан Гвазава в 2021 году установил рекорд России в своей весовой категории. А в феврале 2022 года на Кубке России он обновил рекорд среди юниоров, подняв штангу в рывке весом 123 килограмма. Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва и тренируется под руководством Марата Мадиярова. Во Дворце спорта имени Сергея Багапш завершился 14-й международный турнир по дзюдо на Кубок Абхазии среди юношей и девушек, который проходил в республике с 3 по 5 июля. В соревнованиях приняли участие порядка 300 спортсменов от 11 до 18 лет. Все подробности в репортаже Адицы Сагария. Сопернический дух, дружелюбная атмосфера и активная подготовка к предстоящему бою во Дворце спорта имени Сергея Багапш собрались спортсмены из всех уголков Абхазии и многих регионов России от Санкт-Петербурга до Сахалина. 14-й открытый международный турнир по дзюдо среди девушек и юношей проходит при поддержке Управления по делам молодежи и спорта администрации города Сухум и Федерации дзюдо Абхазии. В этом турнире соревнования проводятся по 33 весовым категориям. Самому старшему участнику 18 лет, младшему 11. Если для младшей возрастной категории правила более щадящие, то по старшему возрасту кадетам уже разрешается применять любую технику дзюдо. Соревнования и определение победителей проводятся по действующим международным правилам раздельно среди юношей и девушек. Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества участников. Я думаю, что выиграет сильнейший. У меня настроение такое позитивное. Я не сомневаюсь, что тут есть очень сильные. Я даже не знаю, получится у меня их выиграть, но я верю. Для развития дзюдо, для обмена опытом, дети лето, большинство отдыхают, но все равно находятся соревнования. Летом их очень мало, но нас сюда пригласили, мы не могли не приехать. Перед турниром по просьбе Федерации дзюдо Абхазии судьей международной категории, обладателем 5-го дана Мягзумом Алимовым был проведен обобщающий судейский семинар. Основная цель была, чтобы вся основная масса наших детишек, которая занимается во всех регионах республики, они могли поучаствовать в крупном международном соревновании. Потому что, к сожалению, с выездами тяжеловато всех ребят повезти. А тут у нас собирается очень хороший форум спортивный со всех регионов. Заряженность детей на борьбу очень радует. И есть надежда на то, что подобные мероприятия будут проводиться чаще, говорит судья международной категории Мягзум Алимов. За прошедший год Республика Абхазия провела только один старт. Это достаточно мало. Надеюсь, что начиная со следующего года мы будем более плотнее работать с Министерством образования, с Министерством спорта для того, чтобы популяризировать этот интересный олимпийский вид спорта, в котором у Республики Абхазия есть богатые корни. Федерация дзюдо Абхазии после окончания турнира планирует провести двухдневный тренерский семинар, куда приглашен эксперт из России, заслуженный тренер Российской Федерации, обладатель 5-го дана Юрий Харьков. По итогам соревнований в разных весовых категориях первые места заняли Леон Черкезия из Гагры, Лука Кварацхели из города Гал, Андрей Ампигян из Нового Афона и Нестор Хинтуба из Сухума. Адица Сагария, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. С 6 июля с 10 до 16 часов в связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена ПС «Сухум-2». Об этом сообщает РУП «Черноморэнерго». Кроме того, с 10 до 12 часов будет отключена ПС «Гудаута-110». Из-за отключения электроэнергии 6 июля часть столичных жителей останется без питьевой воды, сообщает пресс-служба Сухумского водоканала. Ограничения затронут Новый район, Старый поселок, Колос, улицу Адыгейская, Вием, центральную и Нагорную части города, район Рынка и Маяка. Воды не будет до 18 часов. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению гидрометцентра, в среду 6 июля на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, повышенный уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью 16-21, днем 24-29 градусов, температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.